начинается с Якутии. Чисхан, хранитель холода, живущий на полюсе холода Аймикон, в начале зимы проводит древний обряд благословения. Благословляя круговорот жизни, тепла и холода, Чисхан насылает живительный холод для благополучия нашей планеты, утверждая активное долголетие людям, даря здоровое потомство семьям, плодородие полям и лесам, чистоту водным просторам, укрепляя покой в душах всего живого на планете. Главным символом холода является магический кристалл – осколок рога быка зимы. Бык зимы представлен как белое огромное животное с голубыми пятнами, с великолепными прозрачными рогами и дыханием, которое превращает в лед все, чего оно может достигнуть. Зверь, обходя просторы якутской земли, заставляет всю природу края погружаться в сон, сковывает ее вечной мерзлотой. Сегодня, 1 декабря, символ, проделав путь от священной горы Эбехая, Аймиконского улуса, до столицы республики, вместе с Чисханом прибыл в город Якутск. У Чисхана долгие месяцы зимы, забота о севере и важная миссия зажечь волшебные огни первых новогодних елок республики. Ведь как только они загорятся, люди вспомнят о чуде, и вновь в их сердцах проснется надежда и вера в лучшее. Добрый вечер, дорогие друзья!
Здравствуйте! Сегодня мы собрались здесь ради главного события фестиваля «Зима начинается с Якутии» – зажжение первой новогодней елки России. Ее зажжение впервые пройдет в онлайн, но по традиции при участии главы республики Айсена Николаевой. Буквально через полчаса на главной площади елка предстанет во всей своей красе и загорится своими многочисленными огоньками. В рамках республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии» Министерство культуры и духовного развития Якутии организует ряд тематических предновогодних мероприятий, среди которых зимний ленд-арт-фестиваль Iceman Fest, 4-й республиканский фестиваль-выставка авторских кукол «Бал Снежной долины», а также презентация авторских новогодних открыток для детей с ограниченными возможностями «Открытка добра». А пока мы ждем Чисхана вместе со своим символом холода в нашей студии, который буквально вчера прибыл из полюса холода в свою городскую резиденцию, в царство вечной мерзлоты. И прямо сейчас он держит путь к нам в студию, чтобы вместе с нами зажечь главную новогоднюю елку Якутии. Сегодня
зажгутся своим волшебством огни на всех елках нашей необъятной республики. Готовятся к событию и в Татинском Улусе. И прямо сейчас с нами на прямое включение выходит наша коллега Жанна Бурмистрова. Жанна, приветствуем, вам слово. Уруй Айхал, земли Татинской, земли Олонхо. С каждым днем все ближе и ближе волшебная пора, которую от мала до велика все мы ждем с большим трепетом и волнением. Это время чудес, время надежд, время исполнения и загадывания наших всех заветных желаний. Для каждого из нас Новый год – это только счастье и радость, море ярких эмоций, салюты, подарки, счастливые дети. Ведь новогодняя пора – это время волшебства. Каждому из вас в новом году мы желаем счастья, здоровья, мира, тепла и улыбок. Иннен сирейдер герие чахтер иткатахтар инчарайттер айыжонугар. Үйнер сыл үтүөнере үңүлүттүн, келер сыл керенере кеккелеттин, туалар сыл жолоре тоскойдун. Сейчас вот-вот заиграет наша нарядная елка Татинского Улуса. И всем нам подарит торжественное новогоднее волшебное настроение. С наступающим Новым годом, друзья! В этом году как никогда тепло, началась привычная нам суровая якутская зима. Вот и сегодня, начало декабря, непривычно теплая погода. Впрочем, давайте узнаем это из первых уст. Прямо сейчас наш коллега Максим Гоголев находится на главной площади столицы. Максим, приветствуем тебя. Не замерз ли ты там? Добрый вечер, Катерина и Степан. Добрый вечер, дорогие телезрители. Мы стоим на главной площади нашей столицы и республики, где сегодня, по доброй традиции, 1 декабря будет торжественное зажжение главной елки нашей республики. Ну что ж, надо заметить, что в этом году есть кое-какие изменения в пользу здоровья наших граждан. Прямое включение, да, будет, то есть зажжение елки будет в режиме онлайн. Мы надеемся, что этот факт никого не омрачит. Несмотря на это, сегодня собрались кое-какие люди, да. Ну что ж, дорогие телезрители, сегодня уже 1 декабря. Мы на финишной прямой. Настроение новогоднее уже витает в воздухе вовсю. Люди украшают дома, ставят елки. А когда зажжется главная елка нашей республики, настроение наше, мне кажется, повысится уже в разы. Новогодняя красавица составляет 19 метров в высоту, 21 метр с учетом звезды. В нижней холке составляет 8 метров в диаметре. Мы искренне поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем, чтобы вы достигли всех своих намеченных целей в этом году и грядущий год встретили с достоинством, со спокойствием, с радостью. Не болейте, будьте здоровы. Катерина, Степан. Спасибо, Максим. Спасибо, мы очень-очень ждем зажжения елки. К сожалению, Дед Мороз из Великого Устюга в этом году не смог попасть к нам на фестиваль. Но зато он освоил современные технологии и поздравит нас как положено, но виртуально. Здорово, Рулунг, Саха, Якутия! Здорово, Чисхан, друг сердечный! Здравствуйте, дорогие мои внучата, малыши и взрослые, жители большой и очень гостеприимной республики Саха-Якутия. Примите добрый сказочный привет из славного града Устюга Великого. Всем сердцем поздравляю вас с началом республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии». Именно здесь она и начинается. И совсем уже скоро вся наша удивительная страна, вся планета засверкает новогодними огонечками. Зима украсит дома, улицы белым пушистым снежком. А это значит,
что приближается самый чудный праздник – Новый год, который снова всех нас объединит. Ох, и хоть этот год был непростым, он научил всех нас жить по-новому, крепче дружить и еще больше заботиться друг о друге и помогать. За этот год все мы поняли самое главное, что все возможно на самых любых расстояниях, вдалеке или поблизости, за 3-9 земель или по соседству. Мы только все вместе преодолеем все трудности. Желаю вам, мои родные, здоровья крепкого, якутского, счастья, уюта, мира и тепла в ваших домах. И не забывайте, как далеко бы мы ни находились, расстояние делает нас только ближе друг к другу. Берегите друг друга. Будьте счастливы. Уруй Айхал Саха Якутия! С Новым годом, мои родные! С новой волшебной сказкой! А теперь мы передаем слово Вилюйскому району. Добрый вечер, студия. Хотелось бы передать огромный привет из маленького села Сыдыбыл Вилюйского Луса. Конечно, 2020 год для нас всех стал очень трудным, но несмотря на это, я думаю, что у каждого человека остались незабываемые впечатления. Но что для меня этот год стал очень хорошим. Благодаря ТикТоку я стал более узнаваемым. Ну а всем жителям нашей необъятной республики хотелось бы пожелать здоровья и счастья. Берегите себя, носите маски и перчатки. Будьте здоровы!
А прямо сейчас с нами на прямой связи столица Южной Якутии. Ирина, расскажите, все ли готово в Нерюнгри для зажжения елки и как нерюнгринцы будут встречать это событие? Здравствуйте, Екатерина, здравствуйте, Степан. Мы на центральной площади, и у нас уже все готово для того, чтобы наша елка вслед за главной елкой республики засверкала новогодними огнями, приближая наступление новогодних праздников и создавая новогоднее настроение. В этом году жители Нерюнгринского района так переживали, а загорится ли наша елка, что даже во время прямого эфира главы республики задали ему этот вопрос, на что Айсен Сергеевич ответил, что, конечно, массового мероприятия такого, как раньше, не будет, но елки быть и елка загорится. А для всех жителей Нерюнгри подготовлено мероприятие в видеоформате. Особенно оно порадует маленьких нерюнгринцев, потому что на страницах соцсетей они встретятся с любимыми сказочными героями. И по традиции жанра добро победит зло, и елка, конечно же, загорится вовремя. Далее огонек полетит по всем поселениям района, и там тоже елки вспыхнут новогодними огнями. А мы с нетерпением и радостью ждем этого события. Ждем. Новый год – пора чудес и исполнения самых-самых заветных желаний. Ну а дети ждут этого волшебного праздника весь год. Ведь они пишут письма Деду Морозу, чтобы потом в Новый год, в новогоднюю ночь отыскать под елкой долгожданные подарки. И ежегодно мечты воспитанников детского дома «Берегиня» исполняет глава республики, дарит подарки, и этот год не стал исключением. Снежок падает, кружится, на улице бело. В кровати сушится холодное стекло. Летом пели яблоки, сегодня посмотри, как розовые яблоки на ветках Сибири. А теперь мы подключаемся к Алекминску. Наталья, вам слово. Добрый вечер. С вами город Алекминск. Вот-вот, совсем скоро, через несколько мгновений, загорится эта прекрасная елка на площади города Алекминска. И ее свет, мы надеемся, унесет все плохое, то, что у нас есть. И, наконец-то, мы справимся с этой большой бедой, весь мир, с этим вирусом. Цвет елки – это надежда. Когда люди будут идти видеть елку, они будут понимать, что скоро Новый год. А Новый год – это значит новые надежды, новая энергия, новая жизнь. Что все с началом Нового года у нас опять вернется и станет еще лучше. В любой хозяйственной сфере, в любом возрасте. И мы, наконец-то, будем счастливы. Дорогие друзья, ну что ж, вот и добрался до нас главный зимний волшебник Якутии, великий хранитель холода Чисхан. Приветствуем вас, Чисхан. Как добрались? Здравствуйте. Здравствуйте. Сквозь сугробы, сквозь метели я к вам пробирался, чтобы всех поздравить с наступающим Новым годом. Скоро наступает время волшебства. Праздник Новый год. Пускай волшебство и магия оживут. Тогда ваши мечты все сбудется. Счастья и успехов вам! Дорогие друзья, встречаем в нашей студии главу Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева.
Даравалрун, Күндүдөготтор. Добрый день, дорогие якутяне. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Калянигер хангахылынан хангажолунан. Вот с сегодняшнего дня, с 1 декабря, с первого календарного дня зимы, мы можем наконец-то говорить друг другу вот эти прекрасные слова. С наступающим Новым годом. И сейчас, буквально через несколько минут, по всей нашей огромной республике, на территории самого большого субъекта нашей великой страны, одновременно зажгутся первые елки России. Первые елки, которые возвестят о том, что на самом деле, несмотря на все трудности, несмотря на все сложности, 2020 год начинает уже постепенно уходить, и постепенно приближается новый 2021 год. Конечно же, наша замечательная традиция, заложенная фестивалем «Зима начинается с Якутии», когда к нам сюда вживую приезжает наш Дед Мороз из Великого Устюга, когда тысячи детишек и взрослых собираются на площадях всей нашей необъятной Якутии. В этом году из-за пандемии претерпела изменения. Мы проводим все мероприятия с ограничениями, связанными с коронавирусом. И из-за этого все мероприятия проходят онлайн. Но вы знаете, зато весь мир может приобщиться сегодня к Якутску, где на самом деле начинается шествие Деда Мороза. Сегодня полюс холода в виде нашего Чесхана здесь уже присутствует. Символ зимы уже здесь, в Якутске. Уверен, что Дед Мороз понесет отсюда по всей нашей великой стране чудо это, холод. Начнется приготовление к Новому году, к радостному самому празднику, во время которого сбываются все наши мечты и желания. Я с удовольствием еще раз поздравляю всех с наступающим Новым годом. Хочу, чтобы, конечно же, в Новом году все у нас получилось. Всем желаю мира, добра и, главное, здоровья. Джоллах болун, здоровый болун. Келенер, хангахун. Катя, а скажи какие-нибудь ассоциации свои с зимой, со словом «зима». Зима. Ну, в первую очередь, это, конечно, снег. Это, наверное, все-таки Новый год. Как только в Якутии выпадает снег, это сразу приближение, как нигде, наверное, в Якутии, приближение скорого Нового года. И действительно, самый долгожданный праздник для каждого из нас, для детей, для взрослых. И мы с нетерпением все его ждем. А у тебя, Степан? Зима, подарки. Подарки, потому что тоже Новый год, само собой. Несмотря на туман даже. Ну вот как раз подошло время зажечь наконец-таки нашу елку, да? Да. Вместе с ней, с главной елкой, одновременно заиграют разноцветными огоньками новогодние елки во всех 36 муниципальных образованиях республики. Итак, давайте вместе. Начинаем отчет. Давайте. Айсен Сергеевич, как Искан. обычно. Раз, два, три. Елочка, гори! Ура! Красота! Дорогие друзья, зажглась первая елка в России, и ее волшебный свет зажег чудо Нового года в сердцах каждого из нас. Но сказка на этом не заканчивается, она только начинается. До новых встреч, друзья! С наступающим Новым годом! Ура!